Мы получили поправки от главы Республики Ингушетия, в которых он просит нас дополнить бюджетом те финансовые средства за период первого чтения ко второму чтению, которые поступили из федерального центра. Изменения предлагается внести в закон республики о региональном бюджете на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Этот вопрос один из главных повестки дня. В республиканский бюджет из федерального центра поступили средства в размере более 300 миллионов. Часть из них направляется на увеличение заработной платы бюджетников, чей доход ниже прожиточного минимума. Другая часть пойдет на строительство соцобъектов. Средства в размере 53 миллионов, это первой части, поступили на повышение заработной платы тем бюджетникам, которые не дотягивают до прожиточного минимума. Как вы знаете, сейчас с 1 мая прожиточный минимум будет приравнен к МРОТу. В этом размере 53 миллионов тем служащим, которые не дотягивают до этих прожиточного минимума, будет повышена зарплата, чтобы они получали это. И второй трансфер поступил в размере 257 миллионов для строительства дошкольных и школьных образовательных учреждений. Бюджетный кредит республики составляет свыше 2 миллиардов рублей. Согласно доп. Соглашениям, утвержденным парламентом, кредит региону будет пролонгирован и выплачиваться по частям. Так, в этом году планируется погасить из этой суммы 100 миллионов. Не менее важный вопрос поднимает и спикер парламента, обращаясь к региональному Минфину. Сейчас министерство покрывает расходы только по одной статье – заработная плата. Селимхан Невоев на примере ситуации в сфере здравоохранения призывает Минфин активнее включиться в работу и представить предложение по решению действительно первоочередных задач, стоящих перед ними. Информация прошла, что у нас 100% финансирование стационарных больных. 800 рублей из расчета идет сейчас. При разговоре с министром здравоохранения она говорит, да, это правда, но этих денег мало. Значит, лечение одного больного, стационарного больного, обходится не менее, скажем, 1800 рублей. Ведь что нам нужно делать для того, чтобы все эту сумму повысить? Опять кривотолки начинается. Мы тут говорим, у нас финансируем 100%, вы деньги получаете, значит, где? Значит, воруют, говорят, да? А этих денег им не хватает. Опять с их слов. Я никого сейчас здесь не защищаю. Давайте все-таки откровенный, честный разговор. И находить нужно все-таки решение этих вопросов. Со стороны Народного собрания, председателя Народного собрания звучала просьба осуществлять контроль за финансированием учреждений, в которых мы это и так и делаем, осуществляем, ежемесячно мониторим. Да, существуют сложности с погашением кредиторской задолженности. Работа в данном направлении будет продолжена. 33 должностных лица по результатам проверки привлечены к административной ответственности. Возвращены в бюджет более 450 тысяч рублей. 97 протоколов составлено по итогам проверки организации. Такие результаты деятельности контрольно-счетной палаты за минувший год на заседании подводит руководитель ведомства. На 22 работников наложены административные штрафы на общую сумму 180 тысяч рублей. 6 должностным лицам объявлены замечания, одному юридическому лицу объявлено предупреждение. Для принятия мер реагирования и выявления нарушения, привлечения к ответственности виновных должностных лиц, материалы контрольных мероприятий направлены в прокуратуру республики. Прежде чем принять отчет, депутаты интересуются, каких видов нарушений по сравнению с 2016 годом стало больше и какие меры, помимо административных, предпринимаются, чтобы улучшить ситуацию. При осуществлении контрольных мероприятий мы тоже там с ними, много времени проводим над тем, чтобы, данные ошибки, которые были выявлены в ходе, проверки контрольных мероприятий, чтобы они больше не повторялись, чтобы они акцентировали внимание на этих ошибках. Результат, естественно, значительно улучшилось положение по искоренению вышеизложенных фактов. Неэффективное использование и в основном нецелевое использование бюджетных средств. Всего на повестку дня вынесли 49 вопросов. Большинство из них депутаты приняли во втором и третьем окончательном чтении. Это и внесение изменений в законы республики о пожарной безопасности, о государственных языках и мировых судьях. Что касается последнего, то депутатам необходимо утвердить на эту должность 12 кандидатур. Первую из них Мухарбека Дикажева предлагают выбрать здесь же, путем тайного голосования. В зал заносят урну, а парламентариям раздают бланки для голосования.
По итогам голосования кандидатуру Мухарбека Зикажева на должность мирового судьи депутаты поддержали единогласно. Хадза Брива, Рамзан Миржоев, Новости 24.